Туркменистан является одной из немногих стран, где отсутствуют независимые правозащитные организации и независимые СМИ. Власти регулярно оказывают давление на правозащитников и журналистов, которые вынуждены работать за пределами страны. С этой целью спецслужбы используют агентов и провоцируют информационные войны. Туркменистан также применяет репрессии против своих граждан, выражающих свои мнения за границей, особенно в Турции. Именно Турция массово высылает граждан Туркменистана, несмотря на то, что декларирует себя братской страной. Примером являются Фархат Мейманкулиев и Мирдан Мухамедов, которые публично обсуждали проблемы Туркменистана на YouTube-каналах. Эти люди подверглись страшным пыткам, а Фархата Мейманкулиева просто убили. Пару месяцев назад, летом, в июле месяце 2024 года, власти Туркменистана экстрадировали блогера Мирдана Мухамедова из Турции, который работал вместе с Халмурадом Саюновым и Сапаром Иклымовым. Правозащитники и журналисты регулярно получают угрозы от родственников бывшего и нынешнего президента, включая угрозы физического насилия и похищения их несовершеннолетних детей. Власти Туркменистана уничтожают частную собственность правозащитников, запугивая тем самым местное население. Семья Бердымухамедовых, отец и его сын, управляющие страной, устрашают народ Туркменистана, похищая людей, депортируя и экстрадируя их обратно в Туркменистан и убивая их потом внутри государства. Этот режим насильственно заставляет граждан молчать и подавлять любое несогласие. Вся власть и привилегии сосредоточены в руках членов семьи Бердымухамедовых. Эта семья присвоила страну на глазах всего мирового сообщества, в то время как народ фактически превращен в обслугу режима и рабов в прямом смысле этого слова. Внимание международного сообщества, которое уделяется представителям других стран СНГ, на фоне ужасов, происходящих в Туркменистане, просто возмутительно. Мы находимся в состоянии рабства и зверского уничтожения уже более 30 лет. И наши граждане подвергаются жестоким репрессиям и исчезают без следа, после чего ищут их международные организации в течение полувека. Многие разыскиваются более 20 лет, но все так и продолжают делать вид, что с ними ничего не случилось, при этом о них так и не поступает никаких сведений. Тем временем режим продолжает использовать свои бесчеловечные методы правления, не оставляя надежды на справедливость и свободу для народа. Режим обязан прекратить пропаганду, прямой террор и давление на свой народ, предоставив возможность свободы слова и выражения. Спасибо. Awesome!